В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Мама – самый важный человек в нашей жизни. Нельзя измерить ту любовь и заботу, которую дарит мама своим детям. В Канашской музыкальной школе прошел праздничный концерт «Семья, музыка и я», посвященный Дню матери. Подробнее в нашем репортаже. Сравнительно недавно, в последнее воскресенье ноября, в России отмечается один из самых трогательных праздников – День матери. На украшенную сцену музыкальной школы с искренними поздравлениями и трогательными номерами вышли семейные ансамбли. Сегодня в нашей школе замечательное событие. В преддверии Дня матери мы проводим ставший уже регулярным концерт семейных ансамблей, который называется «Семья, музыка и я». Участие в концерте принимают наши ученики вместе со своими мамами и папами. Ну а мы, благодарные зрители, с удовольствием смотрим это мероприятие. Участвовали в концерте воспитанники всех возрастов. Старательно играя на музыкальных инструментах, самые маленькие участники мероприятия признавались в любви своим мамам. В нашей школе мы чествуем мам особым концертом, который называем семейным. Концерт семейных ансамблей сегодня будет состояться на нашей сцене. Это такой волнительный концерт, когда нас не очень волнует сложность исполняемого произведения или там соответствие программы. Да нет, в этот день мы радуемся тому, что в одном ансамбле не только живут дома, общаются. Дома, семья – это ансамбль. Ансамбль в переводе с латинского означает «вместе». Так вот, в одном ансамбле не только живут, едят, общаются, я не знаю, ездят, ходят в гости, ездят в путешествия, а еще в одном ансамбле занимаются творчеством семьи, и это здорово. Праздник в честь мам никого не оставил равнодушным и дал понять, что он создан, чтобы у всех появился дополнительный повод показать знак глубокой благодарности самому близкому человеку и сказать ему слова признательности и любви. Полина Андреева, Владислав Васильев, Вести недели. Край 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. Вышивка является важнейшим элементом традиционной культуры чувашского народа и его национальной гордостью. В городском дворце культуры прошло торжественное празднование Дня чувашской вышивки. Об этом в следующем сюжете. 26 ноября отмечается День чувашской вышивки. Указ о его учреждении подписал глава Чувашской республики Олег Николаев. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1914 году, родилась Екатерина Ефимова, советская художница по вышивке, сохранившая традиции чувашской ручной счетной вышивки на предприятиях народных художественных промыслов Чувашской республики. Сегодня в городском дворце культуры проходит атмосферное празднество – День чувашской вышивки. Чувашская вышивка всегда славила своей уникальностью и символизмом. В этот день в городском дворце культуры прошло праздничное мероприятие. Почетных гостей с чувашскими традициями встретил чувашский народный хор «Канаш». С приветственным словом к почетным гостям обратился директор Дворца культуры Сергей Садовский. Сегодня мы празднуем День чувашской вышивки. Это всего лишь второй раз. Но я думаю, что указ главы нашей республики Олега Николаева, он направлен на то, чтобы сохранить традиции нашего народа, сохранить те ремесла, которые испокон веков передавались от старших к младшему поколению. И не зря говорят то, что если человек не помнит своего прошлого, то, соответственно, у него нет будущего. У меня в руках такой вот, это как бы талисман, может быть, оберег, это сывлых мехи, то есть мешок здоровья. Он выполнен в виде вышивки, и он символизирует здоровье. Вот если указывая из людей будет вот такой мешочек здоровья, то, я думаю, нам никакая не коронавирусная инфекция нам страшна не будет. Основным событием праздника стала выставка и мастер-классы мастеров гильдии ремесленников города Канаша. Гости смогли сами попробовать себя в роли мастериц, научились вышивать чувашские узоры и познакомились с историей возникновения чувашской вышивки. Предметы, украшенные вышивкой, играли важную роль в ритуальных и культовых обрядах, сопровождали человека на всем жизненном пути. С этими словами руководитель гильдии ремесленников вручила почетным гостям чувашские обереги и благодарственные письма. Рената Сагдеева, Владислав Васильев, Вести недели.
Завершились военно-полевые сборы проекта «Барс». В военном комиссариате города прошло торжественное награждение его участников. Подробнее далее. Сегодня в военном комиссариате города Канаша прошло торжественное награждение участников проекта «Барс». Министерство обороны Российской Федерации в настоящее время реализует проект «Барс-2021». На территории города Канаша набор граждан, пребывающих в запасе вооруженных сил Российской Федерации, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве производится военным комиссариатом города. Уважаемый Иван Владимирович, выражаю вам сердечную благодарность и искренне признательность за усердие, инициативу, активное участие на военных сборах «Барс». Благодаря вашей активной жизненной позиции гражданина, пребывающего в запасе, имидж армии России растет. Крайне важно, объединяя усилия, мы делаем одно общее дело на благо района, города, республики и страны в целом. Примите теплые пожелания счастья, крепкого здоровья, успеха, мира и добра. Военный комиссар Чувашской республики полковник Холиков. С города Канаша на сборы отправились трое граждан – Иван Протасов, Леонид Куропаткин и Владимир Гаврилов. По окончанию сборов их торжественно встретили в военном комиссариате города Канаша и вручили благодарственные письма. Участники проекта, в свою очередь, поделились с нами впечатлениями о военных сборах. В 2007 году я уволился со срочной службы. По сравнению, грубо говоря, 14 лет прошло. Армия, конечно, очень много изменилась. Изменилась, наверное, в лучшую сторону. Было очень интересно. Тактические занятия, но при нас такого не было. Не так, наверное, интересно было. Что больше всего запомнилось вам на военных сборах? Больше всех запомнилось, наверное, это. Чуваши, первая рота, там, грубо говоря, 80, сколько у нас? 87, да? 87. Да, 80 человек. Вот это вот больше, наверное. Кандидат в резервисты должен быть годным к военной службе по состоянию здоровья и соответствовать требованиям, предъявляемым гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Мы подъехали 11 числа втроем, расположились в модулях. Модуля были ничего, нормально, отапливаемые, все хорошо. Потом получение оружия. Запомнилось хорошо, конечно, стрельбы. Интересно вспомнить обратно все же. Тактические занятия. В основном, получается, обкатка танка была, БТР, в окопе сидит человек, защищается от боевых машин. О том, какие возможности военный проект «Барс» открывает для жителей республики, рассказал военный комиссар города Канаша, Канашского и Янтиковского районов Юрий Барышов. С 8 ноября по 27 ноября наши граждане, пребывающие в запасе, от нас, в частности, с военного комиссариата города Канаш, Канашского и Янтиковского района 4 были, прошли военно-полевые сборы в составе боевого армейского резерва страны при войсковой части Ульяновской области. С ребятами мы переговорили с того момента, как еще встретили. Вот сегодня от военного комиссара Чувашской республики вручили благодарственные письма. Обратились ходатайством на имя военного комиссара республики лицам, которые подлежат на должностях, которые были командного состава, сержантского и младшего сержантского состава. Обратились на имя военного комиссара по поводу вручения очередного воинского звания. Сами видели, ребята довольны. Им, естественно, как мужикам, понравилась тактическая подготовка, огневая подготовка, обкатка танками. Военные формы они будут хранить у себя. Заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации на 3 года. Определенное денежное удовольствие они будут получать. Мы все разъяснили, объяснили, рассказали. Месячные сборы они будут проходить у нас раз в год с гражданами, пребывающими в запасе. Какая цель данного проекта? Это раньше ведь военнослужащие тоже проходили военно-полевые сборы. Сейчас она называется чуть-чуть по-другому, и плюс, и у них с плюсом. Раньше, если на военные сборы, скажем, даже на 10 дней приезжали, уже сутки занимало только получение военной формы одежды. А теперь они уже, граждане, пребывающие в запасе, военной формы будут хранить у себя, и времени на то, что получение или сдача военной формы одежды не теряется. Рената Сагдеева, Владислав Васильев. Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч.
Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор». Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья. Это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется. Магазин радует клиентов новинками, продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» поздравляет вас с новогодними праздниками. Пусть наступающий год в каждую семью принесет благополучие и достаток, радость и гармонию, и еще больше любви. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, питание для ваших питомцев и многое другое. «Светофор» нравится. Мне что не нравится? Выбор много тут. Можно выбрать, что хочешь. А цена вас устраивает? Цена тоже устраивает. Цены дешевые, товары доступные, в принципе, все, что необходимо, есть. И продукты, и бытовые, и не бытовые. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Выбор вас в магазине устроил? Устроил, да, хороший выбор. Все есть. Что хочешь. Не надо далеко ходить. Зашел, взял зубную пасту или бритву. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. Уважаемые покупатели, чтобы наше сотрудничество с вами стало еще выгоднее, мы на постоянной основе вам предлагаем акции на товары. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, поэтому наши цены ниже рыночных на 20-30%. Приходите в «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Новогодний подарок 1 килограмм 199,90. Икра лососевая 140 грамм 184 рубля. Горбуша 1 килограмм 197,90. Свинина свежая 1 килограмм 179,90.